поводу апартаментов, ну, вы за, но я против. Я хочу поделиться своими аргументами, почему я против. Понимаете, вот в стране, где дефицит электроэнергии миллиард киловатт-часов, где жилищный кодекс начинается словами «после победы Великой Октябрьской революции», у нас жилищный кодекс советского периода действует, просто не знаю, где нет земельного кадастра, где нет единого реестра прав собственности, где ВВП на душу населения в 6 раз ниже, чем, допустим, в Российской Федерации, где криминогенная ситуация, мягко скажем, да, нестабильная, где нет градостроительных документов, схемы территориального планирования и так далее, брать, принимать закон, я этот закон внимательно изучил. Там нет никаких отсылок к какому-то ограничению там, по количеству, по местоположению и так далее. Вот буквально сегодня утром появилась информация о том, что один депутат Государственной Думы приобрел участок на берегу города Гагры, там 21 гектар земли, потом там по сделке. Это действительно так, там ситуация конфликтная, я чуть в курсе. И такое происходит сплошь и рядом. Лично я не против того, чтобы в Абхазии развивался этот вид деятельности. Но давайте мы будем говорить друг другу, во всяком случае, вот я как это понимаю. У нас запрет на приобретение жилья для иностранных граждан. Этот запрет, на мой взгляд, он обоснован. Чем отличается закон об апартаментах, в той редакции, которую он сейчас предложен, от разрешения жилья, приобретения жилья иностранных граждан? То, что в законе это помещение называется нежилое, а почему оно нежилое? Если человек может в собственность его приобрести, это его собственность. Люди, которые будут приобретать апартаменты в собственность, они что, не в Абхазии будут находиться? Они что, не являются собственниками этих апартаментов? Я не понимаю, в чем разница на самом деле, если исходить из логики этого запрета. Если говорить о том, что прописаться нельзя, ну да, может быть, нельзя прописаться. Хотя это как сказать, вы знаете. Я вам могу пример привести. Вот я знаю очень хорошо один дом в Сочи, который был построен как апартаменты. Вот, и купили там люди как долю в юридическом лице, выраженную квадратным метром. Потом они взяли, пожили какое-то время, подали коллективный иск в суд, и суд сказал, что это ваша собственность. И эти люди сегодня там могут и прописаться, и прописать своих родственников, и так далее. То есть это некая такая форма, если взять российскую практику, почему Минстрой и против выступал, насколько я читал, что это такая некая возможность обойти жилищный кодекс, на строительство апартаментов не распространяется вся социальная нагрузка и так далее. То есть если та практика, от которой в России хотят отказаться или уже отказались, брать ее за основу в Абхазии, ну, опять же, даже жилье продавать я не против, но когда мы до этого дойдем. У нас сегодня нет возможности вот эти даже права собственности, которые завтра возникнут, вот эти отношения, регистрировать в рамках единого реестра. У нас в этом смысле большие проблемы. Всегда мы как-то пытаемся ставить телегу впереди лошади. Парламент, если я не ошибаюсь, в 2016 году принял соответствующее постановление, где прописано. Тогда после этого по земельному кадастру была проведена определенная работа. И, кстати, уже земельный кадастр практически готов в тестовом режиме, он там, сейчас они пытаются нормативкой его наполнить дополнительно. Но все остальное не сделано. И что получится? Я просто чего боюсь. И это мой опыт жизненный, и не только жизненный, подсказывает, что у нас в этом смысле начнется определенный бардак. Люди, которые там построят эти апартаменты за 60 тысяч там, условных квадратных метров, продадут за 120 тысяч и уедут. А нам там с этим совсем разбираться, где у нас дефициты инфраструктуры и так далее. Потом могут разные, вот как вот с этой ситуацией с этим депутатом. Кто будет сейчас эту ситуацию регулировать?